самом деле погони захватывают дух только в кино. В реальной жизни предельная скорость, перекрестки, машины, пешеходы, плюс, как правило, неполная адекватность беглецов – это сплошная головная боль. Лучше оставить гонки профессионалам, хотя и они не всегда поруливают гладко. Это заезд нашего экипажа на ралли Мастерс-шоу в Крылатском. Но всего 2 поворота на скорости, и в системе торможения что-то пошло не так. Какая-то беда с ретардером, тормозом замедлителя. Автомобиль врезается в отбойники. А это ралли в Варшаве. Польские гонщики уверенно проходят дистанцию. И вдруг резкий поворот, и пилот буквально выкручивает рулевое колесо. Оно остается в его руках. 3 секунды на раздумье. Прикрепить руль обратно нереально. И пилот решает продолжить гонку без руля. С помощью ступицы рулевой колонки экипаж все же добрался до промежуточного финиша. Еще одно польское ралли по пересеченной местности. Группа фанатов располагается на одном из самых сложных участков, где трасса пересекает небольшое болотце. Болельщики искренне ликуют, когда экипажи берут эту преграду сходу. Вот так. Или так. И также искренне радуются, когда машины садятся в лужу. Буквально. Таких мастеров практически выносят на руках. Или вытягивают квадроциклом. Вот чему не учат в автошколах, так это как ездить в пробках. Ну или как в них стоять. А без этого опыта на наших дорогах куда? Без этого никак не научиться водить по-русски. Ну, со всех сторон. Сзади проедешь. Обычное дело. Затор на 3-м кольце в Москве. И, естественно, все спешат. Всем надо срочно. И вот кто-то на бежевом внедорожнике пытается встрять в правый ряд. Тоже обычное дело. Только большую машину не пускают. Всем же надо срочно. Но человек на большой машине — это же совсем другой человек. Вот он прижимает легковушку впереди и выходит выяснять отношения. Всех остановишь, да? Выяснение очень короткое и агрессивное. Несколько слов, пара недвусмысленных жестов и сломанное зеркало. Паришь, еще парень. О, сейчас мы это разбирали. Еще одна разборка. Кто кого подрезал, уже непонятно. Но в ход сразу идут газовый баллончик и руки. Силы, очевидно, не равны. И красная машина получает пару ударов. Вот это парень. Но есть еще порох в пороховницах. И бейсбольная бита в багажнике. Копать. В Питере вот все-таки сначала разговаривают, а только потом бьют шпагу. Культурная же столица. Более того, один из оппонентов просит очевидцев не снимать все это на камеру. No comments. Sorry, граждане. Тогда отойдите и не ведите себя так. Появляется еще и миротворец. Но вот открывается багажник, и это тревожный знак. Кажется, оппоненты разошлись. Неужели это финал? Нет. Багажник открывается еще раз. Что же там ищут? Бейсбольную биту? Ключ на 12? Нет, это простая монтировка.